В научно-измерительном пункте воинской части города Якутска сегодня в торжественной обстановке открыли памятник макета спутника ГЛОНАСС-М. Мероприятие приурочено к юбилейной программе 55-летия военного объекта, которую отметят летом этого года. Какие еще мероприятия запланированы в рамках юбилея, расскажет Дмитрий Тымыров. Точный макет 29-го спутника Земли ГЛОНАСС-М, который с орбиты Земли будет передавать данные из космоса, расположился сегодня на территории научно-измерительного пункта в городе Якутске. Сегодня у нас проводится мероприятие по открытию макета космического аппарата второго поколения ГЛОНАСС-М в честь запуска такого же аппарата, который проводится будет сегодня в 16 марта по московскому времени в 21:23. Данные космические аппараты обеспечивают функцию навигации и являются обеспечением национальной безопасности. Простыми словами, спутник помогает отслеживать передвижение тех или иных объектов. Спутник, который сегодня будет запускаться с космодрома Плесецк, станет 29-м по счету аппаратом, который будет работать на околоземной орбите Земли. Открытие макета спутника, как отметили в воинской части, стало одним из запланированных мероприятий, приуроченных к юбилейной дате. Ведь в этом году измерительный пункт будет отмечать 55 лет со дня образования. Измерительный пункт на этот год спланировал 3 больших мероприятия, которые даты юбилейные. В том числе это 75 лет Великой Победы, 55 лет со дня основания самого измерительного пункта и великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову 290 лет в этом году. В связи с этим были составлены планы работ, что мы планируем сделать к этим датам. Вот в частности, открытие макета космического аппарата ГЛОНАСС – это к 55-летию со дня основания 17-го отдельно научно-измерительного пункта. В торжественной церемонии открытия памятника приняли участие школьники микрорайона ДСК, молодые курсанты, а также сами военные. Как отметил военный комиссар Якутска, данное мероприятие является и частью военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Посвящается для того, чтобы военно-патриотическое воспитание молодежи в городе Якутске было на наиболее высоком уровне, и чтобы наше подрастающее поколение принимало опыт более старшего поколения и освоению космической науки. Как отметили организаторы, в будущем в рамках юбилейной программы запланированы и другие не менее важные мероприятия. В рамках года патриотизма спланировано и уже обговорены вопросы с администрацией города и правительством республики о том, что также планируем открытие бюста второму космонавту страны, имя которого носит наш главный испытательный космический центр, Герману Степановичу Титову. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутск.